Ходомодоймот, чемоджикен мопол, амучичай лалек. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас наш гость, председатель Совета старейшин юкагирского народа Курилов Макар Семенович. И мы в очередном выпуске своей передачи «Кто вы, юкагиры» поговорим о том, как юкагиры подготовились и реализовали свой проект «Нунни» сохранения исторической памяти о вкладе юкагиров в Великую Победу. Макар Семенович, у меня будет первый вопрос. Идея о данном проекте, конечно, она витала давно. Тем более мы все знали, что в этом году исполняется 80 лет Великой Победы. Каковы были первоначальные замыслы для реализации, для проведения данного проекта? Идея была уже давно. Еще, например, в прошлом году мы уже конкретно к этому подошли. И по идее-то мы хотели показать наших земляков, непосредственно нижнеколымских, Андрушкина, Походский, Колымский, Терский. Просто здесь, в Якутском, каждый год, по наблюдениям, все районы работают. Мы хотели тоже вложить это, сделать. Показать, как северяне, которые живут в Арктике, тоже участвовали и вносили свой вклад. Да, тем более знаменитый наш танк Турва-Ордениц. Был, даже песни о нем сложили наши земляки. Хотелось бы показать людям. Зрители наши не знают, что это за танк. Это в 1944 году. Тогда во время войны организовывали, делали танковые колонны. И наши земляки, тоже наши дедушки, бабушки решили на общем собрании собрать деньги на постройку танка. И они даже написали письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину. И собрали успешно и отправили. И назвали танк Турва-Ордениц. Я знаю, даже есть в специальной литературе есть даже и телеграмма, текст этой телеграммы о том, что мы отправляем, и о том, что это принято, и действительно этот танк потом действовал на полях войны и действительно вносил свой вклад. Мы знаем, что, конечно, все народы Якутии принимали участие и вносили свой вклад в Великую Победу, но на слуху и чаще всего люди знают только самых знаменитых героев, наших снайперов, кого-то. А большая часть как-то оказывается за кадром. И тут наша идея была все-таки в том, чтобы о вкладе работников тыла, о вкладе конкретно, может быть, представителей юкагирского народа, а потом этот проект стал шире, не только юкагиров, а вообще жителей Нижнеколымского, Верхнеколымского районов, об их вкладе в Великую Победу. В итоге проект стал именно таким. Да, мы собирали в поездках материалы о Великой Отечественной войне. В нашем поселке Колымское живет, можно сказать, энтузиаст своего дела. Она заведует Колымской краеведческим музеем. Это Вера Николаевна Тырылгина. Она холодно, сыро, но она по крупицам, прямо одетая, но в тепле, музей холодно. Она ходит, собирает все равно,
руки мерзнут, вот, погреет. Вот такие люди, я не знаю, вот, она вот, как она говорила, я хочу, чтобы каждого нашего земляка знали, знали хотя бы вот те люди, дети нашего Дети, поселка, внуки, да, да, что да. все знают. Все, конечно, знают и Николая Ивановича Таврата, да, Каургина Петра Иннокентьевича, а вот тех людей, которые непосредственно вот работали день и ночь, находясь там, в тундре, об этих же людях Мало кто мало говорит, кто и знает, памяти, да. кроме Да. самых ближайших родственников, наверное, и не знают. Да, и даже вот они вот в поселке перед клубом там Мгм. поставили Стенд? стенд, и там поименно прямо написано, например, Аханто Иван Иванович. Мгм. Никто его не знает. Мы, наше поколение его знает, знало. Чехли Пукль, старичок был тоже. Даже мы оттуда узнаем, как его имя, отчество Мгм. были. Вот даже мы. А мы раньше же говорили, Пукль да Пукль. Вот оттуда вот, она вот по крупицам восстанавливает. И это здорово, что наши дети, внуки, вот читая, прочитывая, пусть даже хоть один раз в год, 9 мая подойдут, они уже здесь оставят. Даже мы, вот наше поколение, по рассказам наших родителей, дядюшек, тетушек, знали, до какого было это во время войны. Трудно. Представляете, стадо оленей ходит, Мгм. а голод. То есть голод был. Голод. Рыбы, озера полные рыб. А нельзя. Нельзя ловить или Нет. что? Они ловили. Все для фронта, Всё все для сдавалось. победы. Вот люди такие были. Пусть я буду голоден, но я лучше вот это вот туда буду, отправлю туда. Все до последнего Да. хвоста рыбы, Вот. коль до каждого килограмма мяса, все Да, сдавалось вот это- в фонд обороны. У меня вопрос. Да, значит, первое направление это было собрать материал о людях, которые. Вот можете привести какие-то конкретные примеры? Вот таких ярких, может быть, примеры, когда вот люди чего-то вот такого добивались. Вот помимо вот того, что вот мы рассказали о танке Турваургенец, Понятно, да, что тогдашние люди, наши родители, деды, они жили этим. для них это был не подвиг, а обычный Да, рядовой вот, как бы вот. труд, который Да, надо они было. обычное дело. Вот нам вот родители, например, мой отец мне всегда говорил, как вы это дежурите, например, в стаде? Дежурите, так сильно одеваетесь, и еле кое ходите, вот. Мгм. Вот ты оделся, и все, порой еще сверху такие одел. Ты же сейчас упадешь и не встанешь-то. Ага. Ну вот как колобок одеться вы все. Да. И когда его понимание говорит, я понимаю, если дежурю, я значит, время я хожу, а вы идете спать. Я помню Александр Иванович, Вот. который говорил, что зачем я буду слишком тепло одеваться, я же должен оббегать все стадо. Да. Вот. Но
Наше поколение все-таки это застало это круглогодичное дежурство. Ну, нас все-таки они воспитали в этом плане. Значит, это вот одно из наших направлений вашего проекта было о том, чтобы собрать вот как бы вот такие примеры. Второй результат, вот как бы за нашими спинами находится, да? Мы хотели, чтобы вот эти лица, этих людей, которые вносили свой вклад, чтобы люди уже увидели и знали. И вот пофамильно фотографии тех людей, которые работали в то время, у нас размещены, и мы выпустили специальные вот типа плакатов. Здесь у нас есть результаты вот, труженики тыла Андрюшкина, труженики тыла Нелемного и труженики тыла Колымского собраны, где мы показываем. Мы надеемся, что мы и в дальнейшем будем везде на наших мероприятиях вот эти вот плакаты вывешивать, для того, чтобы и те люди, которые приходили, во-первых, находили своих знакомых, находили, может быть, своих родственников, а их дети заинтересовывались все-таки, чтобы наша-то задача в том, чтобы как-то пробудить, в первую очередь у молодежи и у детей, вот этот интерес к сохранению своей памяти, узнать свои корни каким-то образом и все-таки о том, как жили тогда люди. И если нам удастся это, если 1-2 ребенка заинтересуются, а я думаю, что их будет гораздо больше, заинтересуются и начнут спрашивать у своих родителей, у своих бабушек и дедушек, а кто это, что, чем они занимались, я буду считать, что проект уже достиг своей цели. Макар Семенович, вот помимо сбора этих материалов, ведь было запланировано, и вот мы уже знаем по материалам, то есть по тем мероприятиям, которые мы были проведены в Парке Победы, вот что еще было запланировано в рамках данного проекта? Хотелось бы многое, конечно, но в моем понимании я хотел именно дом Ниме, вот этот, показать. Вадун Ниме. Вадун Ниме. Это юкагирская яранга. Да, показать, в каких домах вот они жили, делали такие в то время подвиги, в каких домах они жили. Сейчас же все дальше и дальше это уходит, и постепенно уже мастериц нету, которые могут шьют. шить традиционную ярангу даже. Выделка, вот как они выделывали, как они шили, вот именно даже шов, швы дома, домашним вот этим, Ниме. А кто шил это Ниме? Ну, это в основном шила вот Анна Дмитриевна Слепцова. Анна Дмитриевна Слепцова. Да. Это кто такая, вот, чтобы наши зрители Анна узнали? Дмитриевна Слепцова, это старейшина юкагирского, чукотского народа. Вообще старейшина уже Колымска нашего. Без ее участия уже ни один не проходит мероприятие. Ну, во-первых, это очень известная мастерица. Во-первых, да, она очень известная мастерица. У нее уже она известна своими работами. Вот те, кто изучает традиционную одежду, они ее знают. Но помимо этого, она действительно хранительница, и не только хранительница, но и популяризатор, который это все проводит, обычаев, традиций, церемоний. Вот тамошнем Колымском вот молодежь тянется к ней, ходит, спрашивает, как этот обряд такой провести, как это сделать. Она досконально, хорошенько объяснит, это так должно, и сама поучаствует, объясняя каждую, как это так сделать можно или так делать нельзя. Хотели же мы показать как бы наш район, да? Получилось так, что вдруг объединились
было запланировано 8 мая в Парке Победы вот развернуть это, поставить в Адун-Ниме, развернуть эту фотовыставку, чтобы люди, которые приходят в Парк Победы, могли это увидеть, эту фотовыставку. Но 8 мая традиционно ассоциация эвенков всегда возлагает цветы к памятнику Ивана Николаевича Кульбертинова. Поэтому мы в какой-то степени, вот, юкагиры соединились вместе с эвенками, чтобы провести одно такое мероприятие. И вот, когда мы начали подготовку, к нам, понятно, естественно, Колымская, ведь это центр проживания чукчей, захотели и присоединились ассоциация чукчей, потом союз эвенов сказали, Да. потом русскоустинцы, все, ассоциация Долган, то есть все вдруг этнические ассоциации во главе самой ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, они все стали участвовать в подготовке и проведению данного мероприятия. Я просто для вас скажу, что в данном мероприятии 8 мая принимало участие больше 200 человек. Это вот действительно вот все народы Севера, для них это стало главной, наверное, основной площадкой, на котором они давали дань памяти не просто Ивану Николаевичу Кульбертину, не просто, вот, например, тем, которые... Но они давали дань памяти, в том числе своим предкам, своим бабушкам, дедушкам, которые, работая в тылу, кто в тылу, ну, есть те, которые и были на фронтах, вносили свой вклад в великую победу. И это вот стало именно, вот, что отрадно, вот этот вот проект вдруг... Он получил такой размах и стал всеобщим для всех наших народов Севера. Да, я еще хочу сказать, что поначалу это как мы вот задумали, как бы локально, Да. да. А потом, когда оно начало разрастаться, я запаниковал. Это же будет столько народу, столько ассоциаций. Но очень отрадно то, что люди пришли, эвенки, вот они, свою, предлагали свою помощь, вот так, вот так, как-то легко и пошло. И очень рад, что именно так она прошла. И более того, мы ведь, учитывая, что будет много народу, чтобы это как-то более организованно прошло, в программу было включено проведение концерта. Первоначально мы предполагали, что будет 5-6 номеров, а концерт шел почти 2 часа. Потому что мало того, что каждый представитель каждой этнической ассоциации захотели, даже те люди, которые просто пришли и просто вот на наше мероприятие, они сами захотели также участвовать, просто подходили и просили: запишите меня, мы выступим в программу, впишите. И концерт длился больше 2 часов. Выявили таланты. Даже вот мальчик выступил, спел. 7 лет, которому. 6 лет. 6 лет. Как его зовут? Михаил, Миша. Так спел, я когда первый раз послушал, думал, будет ошибаться, он, оказывается, очень хорошо чувствует музыку, слышит музыку, вовремя ступал, вообще классно. Да. И на якутском он спел песню о своем дедушке. Я хотел бы еще добавить о том, что была организована полевая кухня, был заказан, и гости праздника могли попробовать вкусить вот даже фронтовую кашу. Это вот заказала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, зная, что уже получается такое большое мероприятие. И Ассоциация юкагиров подготовилась, тоже развернула свое угощение. То есть я должен сказать, что со всех точек зрения вот действительно получился очень большое такое событие, большой праздник. И нельзя сказать, что это был праздник какого-то одного народа, а это действительно был праздник, большой праздник народов Севера, который объединил все народы и который действительно был праздник Великой Победы. Если говорить о результатах проекта, понятно, что во всех местах повсеместно проходили мероприятия, посвященные Великой Победе.
Но вот благодаря нашему проекту вот, в Нейлемном, в Андрюшкино, в Колымском материалы собирались, в которые были включены школы и, соответственно, естественно, школьники. Вот в Нейлемном вот эти фотографии приносили сами ребята, школьники, чтобы именно их дедушка или их бабушка попали обязательно вот на эту вот нашу, так сказать, фотовыставку, чтобы они были показаны. И я считаю, что это, вот, наверное, важнейший результат этот, что дети наконец-то, может быть, узнали о каком-то из своих, уже не бабушки, дедушки, а прабабушки, прадедушки, получается, для них. Да. И они хотя бы прикоснулись к этим. Именно во время войны считаю, что появились, раскрылись вот династии, да. Мгм. Именно вот по оленеводству, по охоте. Это, А вот например, какие династии по оленеводству? по оленеводству, например, Колымском это Каургина, да, Загловские, Волковы, Андрушкина, это Татаевы. Да, вот сейчас Да. я хотел как раз вспомнить Михаила Семеновича Татаева, который потом в дальнейшем стал тоже орденоносцем. Вот в то время вот сформировалась их династия. Династия Волковых, например, Дмитрий Петрович Волков тоже был награжден орденом Ленина. Все-таки я считаю, что проект НУНИ, сохранение исторической памяти о вкладе Юкагира в Великую Победу, он был успешно реализован, и более того, он вышел за границы тех границ, может быть, сказать, да, или каких-то рамок, которые мы предполагали, он стал действительно, дал такой, имеет очень хороший результат, потому что это мероприятие, оно стало действительно общереспубликанским, оно сплотило все народы Севера и стало такой очень хорошим вкладом и нашей ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Республики Саха-Якутии, и вклада ассоциации юкагиров именно в праздновании Великой Победы, 80-летия Великой Победы. Еще хотелось бы добавить, что именно Иван Кульбертинов, мне кажется, это собрал нас всех. Да, Символично это то, что нас собрал, и хотелось бы, чтобы каждый год так встречались. Да, чтобы это мероприятие было не узким и так далее, а именно возложение памятнику цветов и дань уважения к нему. Это было именно проявление дани уважения ко всем нашим предкам, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Да. Спасибо, Илисимет Малле. Малле.